Привет. Привет. Ага, Степанида, кем ты мечтала стать в детстве? Скорее всего, когда я играла учительницей, когда в магазин играла, то продавщицей. Ну, в общем, вот такие Всегда мечты были. мечтала, Да, постоянно. И такой вопрос. Мы тебя знаем как спортсмена. Кто для тебя ты сама? Но я в первую очередь любимая дочка, внучка, сестра, тетя, подруга. Расскажи про свои школьные времена. Как ты училась, где, в каких школах, и как ты выбрала свою профессию юриста и где поступила учиться? Я родилась в Алекнинском районе, в селе Улахаменко. Там я закончила начальный класс. Затем я переехала, моя семья переехала в Якутск. И здесь я поступила в 21-ю школу, и с 5 по 11 класс там училась. А как ты училась? Училась средней, были тройки, четверки и пятерки, но не скажу, что прям-то хорошо училась. Ходила к репетиторам, целенаправленно готовилась поступать на юридический факультет, историю учила, русский, я более гуманитарий, да, и потом я поступила в Московский государственный гуманитарно-экономический институт через департамент, и в 2007 году там же я начала заниматься стрельбой из лука. Расскажи, как ты пришла к этому виду спорта? Я пришла, вообще в спорт случайно. Увидев, что идет набор на секцию стрельбы, я с подругой просто поговорили о том, что нужно посмотреть, натянуть тетиву, попробовать. И так я и осталась, уже стреляю больше 10 лет. А кто был первым твоим тренером? Мой первый тренер Столяров Руслан Андреевич. Мы с ним работали до 2012 года. Потом я полностью уже переехала в Якутск. А сейчас кто твой тренер? Сейчас мой тренер Иксман Андрей Андреевич. А как ты попала в сборную России? В сборную России я попала, в резерв попала в 2008 году. Затем, выиграв Кубок России, меня уже взяли в основной состав, и в 2009 году я поехала на свой первый чемпионат мира, который проходил в Чехии. И с тех пор я в сборной. Сейчас ты как тренируешься здесь, в Якутске? Здесь, в Якутске, я тренируюсь в спорткомплексе Дахсу. У нас тренировки проходят один раз в день пока что. Стреляем мы минимум 150 выстрелов. Здесь, в Якутске. А так, когда на учебно-тренировочных мероприятиях, где-нибудь на выезде, да, у нас есть там план в день по 400 выстрелов. То есть мы делим утром 200 и вечером, после обеда. Плюсы и минусы профессионального спортсмена? Минус, что можно назвать минусами? Минус, наверное, это выезды очень много, перелетов очень много, и то, что не с родными все время, да. Но плюсов куча. Например? Посещение разных стран, да, возможно? Это в начале. Да, в начале это интересно, конечно, да, ездить там разные страны, но у нас же в основном в одних и тех же местах соревнования проходят, потому что уже там все оборудовано, щиты есть, и по технике безопасности тоже там все смотрят, да. И вот это, наверное, было, и, конечно, еще плюс знакомство, общение с другими спортсменами из других стран. Чем ты еще занимаешься, кроме спорта? Я после того, как кончила юридический, работала юристом в доме престарелых 2 года, но не смогла уже совмещать, потому что, и также из-за выездов. Потом я поступила здесь в магистратуру СВФО на тренера, физкультурный факультет. Ты закончила или еще? Закончила уже. В каком году? В 2015. А есть ли в планах работать тренером? Конечно, хотела бы работать, и очень хочется передать свой опыт. А
А если у тебя сейчас воспитанники, ну или же спортсмены, которых ты консультируешь, с ними разговариваешь, с ними показываешь какие-то приемы? Да, я с удовольствием помогаю и консультирую то, что я знаю, да. Это спортсменки вот Винокуровой Даяне, Сардане Жуковой. И также провожу мастер-классы. Я ездила несколько раз в Покровск в школу, то встреча со школьниками была и в Ирдюша. Еще у меня есть спортсмены из Алёкинского района, с которыми тоже занимаемся. Вот, ты же из Алёкинского района, и я читала, то, что ты ездишь в свой родной вуз и даешь детям мастер-классы. Расскажи про это. Да, мне бы хотелось развить этот вид спорта именно в Алёкинске, да, чтобы дети занимались. И вот, уже почти 3-4 года, да, какие-то есть шаги уже. У нас уже есть луки для начинающих, мы там тренируемся. А как ты считаешь, в республике именно вид вашего спорта, он как? Развивается ли, что не хватает? Возможно, про это. Скорее всего, не хватает массовости, но все равно меньше людей занимаются, да, допустим, там от вольной борьбы, бокса. И по идее все есть, сейчас развивается. А как думаешь, что нужно сделать, чтобы вид развивался для массовости? Рассказывать, что есть такой вид спорта, показывать через средства массовой информации и везде и всюду об этом говорить. Любимый город? Якутск. Да? Я патриотка. Кроме Якутска, может, какая-нибудь другая страна? Может быть, из-за того, что я училась в Москве, мне еще нравится Москва, особенно последние годы. Очень изменилась, очень красиво стало там. Твой девиз какой, если он? Да, есть. Побеждает тот, кто побеждает себя. Хорошо. А что тебя мотивирует? И мотивируешь ли ты сама себя? Меня мотивирует в первую очередь мои соперницы, конечно же, еще родные, близкие и те, кто за меня болеет, верит в меня. А что для тебя означает слово «жизнь»? Жизнь – это движение. А счастье? Счастье – это когда все здоровы, когда рядом близкие, родные. Хорошо. Сидишь в Инстаграме? Да, сижу, но здесь, когда в Якутске, не так часто, как на выездах. На выездах все равно бывает скучно, вечерами там сидим. Хорошо. А какие мечты из детства ты воплотила в жизнь? Вообще, в детстве я всегда хотела чем-то себя занять. Не только в детстве, да, но всегда найти себя в этой жизни. И сейчас я думаю, что именно придя в спорт, я нашла себя, и, наверное, это самая важная основная мечта, которая была. А каково быть бронзовым призером Олимпиады? Это в первую очередь ответственность, и потому что я для многих пример. И, конечно же, такое чувство, будто что-то еще не закончено.